Дорогие друзья, долгими зимними вечерами хочется трапезничать как-то, вот знаете, очень изысканно и красиво. Допустим, вдруг нагрянули гости. Чем можно удивить своих гостей? А вот чем? Сырной тарелкой. Как ее приготовить в своих домашних условиях, что для этого необходимо иметь под рукой. Обо всем этом нам расскажет специалист в этой области, знаменитая личность в нашей республике Татьяна Васильева. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, сырная тарелка. Откуда она пришла к нам? Как говорится, это мода. Мода пришла с Запада, чтобы всех своих гостей угостить быстренько собрать изысканный закуски, стол какой-то. Да, изысканный стол, закуски. Можно все собрать. Но желательно бы иметь несколько сортов каких-то сыра, да? Желательно иметь несколько сортов сыра, которые вы любите. Так, у нас можно твердый, мягкий, 3-4 вида. 3-4 вида. Ну, можно причем какие-то острые, какие-то там, допустим, с плесенью. Может быть, это благородные сыры совершенно, да? Конечно же, если вы готовитесь к этому мероприятию. Ну, а если нет, ну, что есть, как говорится, что Бог послал, да, в данный момент. Так, у нас сегодня сыр голландский будет, сыр российский. Так, украсим колбасой и сделаем соусы из плавленного сыра и творожный соус. Отлично, давайте приступим. Ну а пока поболтаем про сырную тарелку. Вообще сырная тарелка, оказывается, я вот раньше думала, что сырная тарелка это только исключительно проба сыра, различных видов сыра, ну с медом, скажем так. А оказывается, это целое искусство, да, и можно использовать совершенно любые продукты для того, чтобы, ну не любые, но все-таки вы видите на столе вот здесь орехи, да, колбаски, фрукты, все то, что подчеркнет вкус какого-то сыра, да? Сейчас вы готовите соус. Я готовлю соус. Вы сюда что, как бы, первый у нас ингредиент это что? Это я добавила сметану. Сметанки можно. Сметана, смотрите, она должна быть, ну такая, небольшой жирности, видимо, да, потому что вот не такой густой. Не сильно густой. В эту сметану выдавили одну головку чеснока, да? Размешали. Добавляем зелень. Добавляем зелень. Скажите, Татьяна, вот вы являетесь специалистом по, ну, скажем так, по СМИ, да, вот ваша работа. А вы как вообще всему этому научились? Вот мне казалось, что вы вообще работница какого-то ресторана. Это мое хобби. Ваша отдушина. Моя отдушина, да. Да, это ваше хобби. То есть красивая подача блюд, это вот вы не только хорошо готовите, но еще, конечно, красиво хотите подавать эти блюда. Да? Да. В общем, соус вот все размешали, зелень добавили. Зелень может быть любая, да? Ну, наверное, как, что у нас есть? Укроп, петрушка, да? Да, любую зелень и плавленый сыр добавляем. Плавленый сыр прямо вот в этот соус, да? Да, прямо в соус. Вот, оказывается, как можно приготовить быстро на скорую руку соус. Берем ложечку и... Можно 2 чайные ложки. И еще раз размешать все это хорошенечко, да? Смешиваем. То есть вот такой вот соус. А соусы могут быть, вы же 2 вида хотите нам показать, да, соусы? Да. Простые очень. Простые. И можно взять творожную пасту. Добавляем. Можем добавить чеснок по желанию. Но я знаю, что вас очень многие приглашают даже рестораны, да, или какие-то организации, как большого специалиста вот в этой области. Вы дома занимались этим, и сейчас вы даже свое увлечение каким-то образом монетизировали.
Да, я украшаю мероприятия, свадьбы, юбилеи, семейные торжества. И то есть вот ваш дополнительный заработок, да? Вот, друзья, оказывается, посмотрите, как классно. Так что есть, как говорится, куда расти. Вот с таким вот увлечением, что можно даже и зарабатывать на этом. Не только радовать своих родных, близких, да? Да. Я так думаю, что каждый вечер у вас просто какой-то шедевриальный ужин. Как повезло Не вашим каждый родным. вечер, но семейные торжества я стараюсь украшать. Так, это у нас будет сырные шарики. Мгм. То есть это творожная Это масса, ой, зелень. Мгм. И что-то еще, чеснок добавили? Нет, Чеснок да? можно добавить. Можно добавить да, чеснок. можно добавить. Опять-таки зелень. Да. Все это есть у нас, в принципе, все эти продукты. И посмотрите, как все это просто, да? Так, размешали хорошенечко. Размешали. Так, Закладываете вот в такие емкости, да? Ага. ну, можно сделать сырные шарики и можно сделать вот так. И заморозить или нет? Нет, мы сейчас... А, это уже прям вот просто вот... А, уже оформление. Кстати, еще. Друзья дорогие, вообще сырная тарелка подается обычно на деревянном блюде. Или это может быть поднос деревянный, да? Но в последнее время вот мода пошла, как говорится, можно использовать все что угодно. То есть можно стеклянные какие-то блюда, да, фарфоровые блюда, каменные даже какие-то блюда. И разные соусы, мед, якутский мед наш, кстати, да? Так, и берем И уже сыры берем. сыры. Так. Ну, конечно, естественно, во Франции, откуда пошла вот эта вот мода, как говорится, да, вот подача сырной тарелки, где сыроварение – это вообще, как говорится, кровь нации. У нас в России сыроварение имеет не такие глубокие корни. У нас в Якутии так и вообще, как говорится, это молодое направление, да. Те, кто имеет сейчас скот, имеют коров, многие увлеклись сыроварением именно из коровьего молока, а то есть даже из козьего молока. Любые сыры, Вот. которые вы любите, которые любят домашние ваши. Мгм. Нарезаем, кстати говоря, а вообще по правилам, видимо, да, вот чтобы этот сыр немножко полежал как-то вот в прикомнатной температуре, да, подышал, как говорится, да. Важно, чтобы он же был не холодным прям с холодильника, а как-то Да, немножечко она мягенькая должна быть. подтаял чуточек. Вот. И посмотрите, вот какой-то сыр Татьяна нарезает Это себе. голландский у нас. Голландский сыр, он такой полутвердый, да? Или как полумягкий? Он полумягкий, да. Полумягкий, да? Мгм. То есть можно нарезать вот такими кубиками. А можно еще как-то художественно там что-то, не знаю, ломать как-то кусочки там сыра, если это твердый сыр, допустим, или мягкий совсем. Да, можно ломать, можно То есть украсить. форма может быть любая. Форма Это любая. треугольничками можно нарезать. И еще можно сделать такие розочки из сыра. Тоже из сыра. Да. Очень красиво. У меня получается на российском сыре такие хорошие розочки. Ну, то есть это вот нужно иметь специально ножик для карвинга, да? Да. Вот. В общем, дорогие друзья, смотрите, вот с помощью такого ножа для карвинга можно вырезать вот такие вот розочки из сыра, да? И не только сыра, можно но и и из колбаски колбасу. тоже можно. А колбаса, это, то есть вот буквально нужно нарезать вот где-то толщиной вот, ну, в 3 сантиметра, да? Ну, смотря какую розочку вы хотите. А для того, чтобы нарезать розочку, нужен тоже вот, ну, как бы комочек сыра, да, такой. А мне казалось, что лепесточки вы как-то один к одному там что-то связываете, нет? Нет, не То связываем. есть розочка, она вырезается из вот прям вот из такого куска монолитного. Так, второй сорт сыра, это у нас российский. Вот треугольничками сыр порезали уже. Российский может быть просто вот такими пластинками, да? Да. Или вы что-то хотите сделать? Можно взять любые сыры, и твердые. Пармезан тоже хорошо режется. Так, вот так. И Вот, так, взяли треугольнички. брынзу. Брынза, Да,
Это мой тоже один из любимых. Ну, обычно салат вот хозяйки все режут просто незамысловато кубиками, да? Мы тоже будем резать ее кубиками. Для греческого салата мы тоже незамысловато кубиками. Вот так вот. Так, и все. И все. И сейчас будет уже украшение, да? У нас два соуса получилось. Это из творожной массы и из сметанки с чесноком и с зеленью. Так, теперь добавляем сыр. Сыр у нас будет, В например, общем, кусочками. В смысле, вот такими кучками такими. Друзья дорогие, вообще по правилам поедания вот этой сырной тарелки нужно начинать трапезу свою, как говорится, вот эту пробу снимать именно с нейтральных сыров, начинать по вкусу и постепенно переходить к более острым. Потому что сыры вы же будете есть с различными соусами, да, и вкус вот этих сыров должен подчеркнуть какой-то продукт. То есть вот это вот сухое печенье, да, тоже можно использовать. Красиво оформить. Так. можно добавить крекеры, орехи, Орешки, это миндаль, да? миндаль. Там у нас 3 вида. Грецкий орех, Грецкие миндаль орехи и фундук. и фундук. То есть вот такая вот практически ресторанная подача сыра у вас получится. Сырная тарелочка. Несколько сортов сыра. Так, давайте оформим дальше, да? Так, Фундук. можно добавить. Вот крекеры. Крекеры, а еще фрукты, да? А еще фрукты. А еще говорят, что каждый сыр должен отделяться именно зеленью, листьями салата для того, чтобы разделить как бы вкус. Да, Да, то есть один сыр попробовали, и нужно обязательно закусить зеленью, да? да. Вот. А это могут быть, допустим, просто фрукты, ну, допустим, огурцы. Конечно, это могут быть огурцы. То есть, дорогие друзья, вот буквально все, что есть под рукой, я так поняла, вот такой принцип, да, украсить вот эту сырную тарелку. Главное наличие сыра, ну и всего того, что у вас есть по вашим шкафам, по вашим закромам, да? Правильно или нет? Правильно, правильно. Так, добавляем. Хотела еще показать, как можно сделать быструю розочку из солями, из колбасной, да. Нарезочки. Давайте попробуем. Так, нам нужен Попробуем. стакан. Нужен будет стаканчик нужен. стаканчик такой. И аккуратненько. Солями, смотрите, колбаска, она же такая мягонькая, да, кругляшочками. А, кстати, вот нарезка, да, вот здесь мы нарезали кубиками. Можно еще и кружочками нарезать сыр. Да. А можно просто наломать какими-то небольшими ломтиками. А сколько примерно сыра нужно? Вот, допустим, вот то, что мы сейчас сделали, это на сколько персон? Ну, допустим, если только сырная тарелка у нас будет на столе. Если вот такая сырная тарелка, это на 8 и 10. На 8-10 персон, да? Вот примерно такого вот плана. А здесь вот розочка. Ох ты, посмотрите, как красиво и просто. Можно приготовить розочку, такую колбасную. Да. Да, и в центр. А, кстати, еще говоря, да, в центр, наверное, можно давайте заложить тот сыр, который будет гвоздем программы, да? Да, камамбер, например, да? Такой какой-то дорогой сыр, например, или там сыр с плесенью, да, какой-то такой голубой там, или какая еще там плесень бывает, зеленая. Вот такими шпажками нужно не хватать руками, как это делаю я, бескультурная женщина. Брать вот такими шпажками, окунать в соус, да, или в соус, или в мед. Так, вот тут добавляем розочку нашу. И можем добавить для красоты фрукты. Фрукты. Фрукты уже для красоты, но и тоже для того, чтобы подчеркнуть вот этот вкус, да, сыра.
Посмотрите, какая красота получается буквально за 5 минут, да? В общем. Ну, Татьяна – это специалист такого высокого уровня. Причем вы специалист именно как вот… Это из хобби же выросло, да? Ваше Да, увлечение. И вы достигли вот таких вот, ну, невероятных По профессиональных… карвингу. Да. Ну, по карвингу, ну и по сырным тарелкам, наверное, тоже. Так, еще Вот. добавляем мы клубничка. И клубника пойдет сюда. Клубника пойдет и… То есть вся соль в том, что пробуя каждый сорт сыра, оттеняя его вот таким вот богатством всего, да, то есть и орехи, и крекеры, и фрукты, и соусы, и мед, тем самым пробуем совершенно как будто разные блюда. Вот достигается такой вот эффект благодаря обилию. Причем количество продуктов ведь не так много требуется, да, для того, чтобы создать сырную тарелку. Верно? Да, верно. Дорогие друзья, обязательно давайте попробуем, потому что, ну, это очень здорово и классно, оказывается. То есть, в принципе, вот пример того, как можно недорого, красиво, эффектно украсить свой стол и даже вот, скажем так, удивить, да, своих гостей. Да. Ну, не только гостей, но и родных. Клубника у нас сочетается с сырами. Мяту добавляем для украшения. Это у нас такая уже. Ну и вообще можно еще подать зелень, листья салата, видимо, да, вот как-то разграничить вот эти вот наши сыры. Сыры ведь разные. В общем, сырная тарелка, ее принцип достаточно простой. Необходимо взять вот несколько видов сыра, главное, да? Да. Они могут быть совершенно разными по вашему вкусу. Можно заранее это подготовить, а можно, как говорится, вот использовать то, что имеется в вашем холодильнике. Давайте мы где-нибудь притулим брынзу. У нас получилось сколько? Давайте мы вот мед сюда, вот, а брынзу вот сюда. Вот. И вот на таком подносе деревянном. А почему деревянный используется вообще, вот рекомендуют для сырной тарелки? Потому что оно натуральное. Не впитывает, Не да, впитывает. наверное? Вот эти все вкусы И тут сыров. да? И даже вообще рекомендуют, знаете, вот если сыр немножко подтаял, подтек, да, закрывать пергаментом. Ну, то есть, чтобы впитывалась Влага. Мгм. Так. И у нас Ой, какая красота! Даже не хочется повидать такую красоту. У нас еще там зеленого Зелень. цвета не хватает, да? Или как? Мне кажется, достаточно. То есть у нас здесь зелень – это в соусах укроп, а вот здесь вот вы использовали эти листики мяты, да? Мята. А, вот киви еще можно. Можно фрукты использовать как можно тоже Да. поактивней. Так, добавляем тут. Ой, как вы быстро так справились с этим киви. И тут. Ой. Так, ну вообще у чугей получилось супер. Так. И, сырных шариков не добавили. Ладно, главное говорила, тут стояла а сырный шарик. Сырный шарик это как? Чтобы, допустим, вот такая, как я, хозяйка, дома раз и повторила. Ух ты, красота. То есть вот из вот этого творожного, да? Из творожной массы. Можно приготовить сырные шарики. А, прям вот так вот их скатать нужно, да? Вот. И заморозить. Нет, Прям- не не можно. надо? Нет. Ага. Вот она уже готовая наша. И украсить можно семенами кунжута. Красота. Вот, Там можно дорогие добавить, друзья. Там можно добавить, да, надо было, да? Что добавить? В смысле? По идее, я хотела вот тут добавить. Нет, То есть вы в центр хотели, да? Ну, ничего. Друзья дорогие, вот посмотрите, очень красиво. И вот этими шпажками можно потом поедать, сидеть и за хорошим напитком каким-то, за прекрасной беседой.
можно поедать вот эту вот сырную тарелочку. И, кстати, сырная тарелка, она может быть просто вот быть, так сказать, моноблюдом, да, Да. на столе. Вполне же можно. Вполне. То есть обойтись можно вот этой сырной тарелкой, если не ставить свою цель накормить прямо от пуза своих гостей, да. Вот мы сказали, что вот эти розы, они изготавливаются из цельного, да, куска колбасы и цельного куска сыра. Мгм. Да. Здесь можно прям нарезать вот такой квадратик и начать. Придать форму сперва и начинаем сбоку передавать, делать листья. Мгм. С помощью вот этого ножа. Вот, нож для карвинга. Вот. А можно, ну, конечно, если вы научитесь каким-то азам карвинга, да, с помощью обычного ножа, но не у всех есть такие ножи дома, можно, они же вообще отдельно продаются, да, вот специально для карвинга. Можно приобрести вообще-то отдельный ножик. То есть можно еще к сырной тарелочке добавить хлеб. Хлеб, можно его поджарить, наверное, да? Ну, в смысле Да, тот- можно так, поджарить. подсушить его. Хлеб-багет можно подсушить в тостере и добавить масло. Можно растительное, можно оливковое и кто хочет, да, тоже Ну, с сливочное, чесночком. может быть, да? С чесноком, кто любит. Так. И хлеб можно подать уже отдельно, если у вас, допустим, вот как у нас уже получилось, ну просто вот шикарная такая вот сырная тарелка, можно хлеб подать отдельно. Да. И это тоже будет очень красиво. Обязательно мед, и каждый кусочек можно смаковать сыра с различными вот этими вкусовыми добавками в виде фруктов, в виде вот этих колбас каких-то соленых. Но соленые колбасы, видимо, они хорошо подойдут под соленые вот крекеры, да, подсоленные и орешки. Они пойдут, видимо, с таким нейтральным, да, вкусом сыра. А то, что поострее, ну вот, допустим, вот так вот приготовить точно так же, как бы еще одна деревянная у нас будет подача, да, на деревянном блюде. Посмотрите, друзья, то есть если, допустим, вы приобретете несколько таких деревянных, скажем так, вот подносов, да, как раз вот они и пойдут у нас вот для оформления стола под сырную тарелку. Очень хорошо, да, удачно. Но не только тут соус можно добавить, а здесь да? можно поставить соус. Вот у нас остался как раз сметанный соус с чесноком. Сметанный соус примерно где-то у вас тут 150 грамм было, да? Да, примерно 150 грамм и вот головка чеснока. так. Вот. То есть вот так вот, дорогие друзья, можно использовать. И посмотрите, важно, чтобы, допустим, у вас все было в одной стилистике, да, чтобы это было очень эстетично. То есть если шпажки, то они тоже должны быть какие-то такие вот необычные деревянные, если мы на деревянном блюде подаем, да. Вот. Так что я думаю, у любой хозяйки, в принципе, в закромах необходимо иметь, так сказать, вот такие вот шпажки, да, набор шпажек. Красивую посуду какую-то. Это на тот случай, когда вы хотите удивить своих, порадовать родных, отметить какое-то событие или к вам вдруг нагрянули гости. Скажите, а вот эта вот сырная тарелка, она сейчас в ресторанах, в каждом ресторане, ну вы же много, вас приглашают и по ресторанам, и в организации, многие заказывают и вообще увлекаются вот этим блюдом? Такая подача в ресторанах только начинается. Это можно зато очень хорошо украсить стол. Ну, она служит для украшения стола и как закуска вкусная. То есть сейчас вот это вот увлечение, оно стало, ну как бы сырной тарелкой, стало модным, да, у нас популярным очень. Сырная тарелка
ну, мне кажется, сейчас в меню любого ресторана имеется. Но там, и вот знаете, я как-то заказывала сырную тарелку, она не была такой шикарной и красивой, кстати говоря, как можно приготовить вот просто в домашних условиях, друзья. Так что надо пробовать, дерзать, не бояться, как-то там экспериментировать, да, и жить красиво, как говорится, не запретишь. Ну, в общем, стараться красоту, необычность вот подачи вот этого блюда, именно вот, да, ресторанное блюдо, ресторанная подача организовать у себя дома.